pianura, vedi la fascia costiera, guardi il colore del mare, vorresti restare per sempre quassù. Sotto le torri tu trovi gente di ogni nazione, quando li vedi partire li senti cantare ogni volta così. San Marino goodbye, sono triste, non voglio partire. Ho il tuo sole nel cuore e il moscato che mi fa tremare. Porto con me un souvenir per rubare un pochino di te. In un giorno l'amore quassù sa sbocciar, ma rimane per sempre nel cuore. San Marino son triste e mi sento morir. San Marino goodbye. Vedi laggiù la pianura, vedi la fascia costiera, guardi il colore del mare, vorresti restare per sempre quassù. Sotto le torri tu trovi gente di ogni nazione, quando li vedi partire li senti cantare ogni volta così. San Marino goodbye, sono triste, non voglio partire. Ho il tuo sole nel cuore e il moscato che mi fa tremare. Porto con me un souvenir per rubare un pochino di te. In un giorno l'amore quassù sa sbocciar, ma rimane per sempre nel cuore. San Marino son triste e mi sento morir. San Marino goodbye. Porto con me un souvenir per rubare un pochino di te. In un giorno l'amore quassù sa sbocciar, ma rimane per sempre nel cuore. San Marino son triste, mi sento morire. San Marino goodbye. San Marino. Далее мы с вами попробуем. Дольче Аморе — это красное полусладкое вино, типичное для региона Эмилия-Романья. Напоминает чем-то грузинские вина, я бы сказала, такие как Кизмрауль или Хунчкара. По крепости имеет 10 градусов, обладает слегка терпковатым послевкусием граната. Пробуем теперь. Здесь это вино принято употреблять по поводу особого этнического праздника ярмарки. В ноябре месяце с 13 по 16 ноября на улицах Сан-Марино жарят каштаны и пробуют именно это молодое нежное вино под названием Дольче Аморе с послевкусием граната. Действительно, кахание пошло. От грузинских вин. Далее мы с вами пробуем особенную итальянскую сангрию под названием Фраголино. В переводе земляничка. Это игристое шампанизированное вино. Производство Антонини Черезе, это частный винзавод, очень узкое производство. Сангрия по-испански. Соединение Кровь. очень интересное, да, сорт винограда шардоне, то есть натуральный и земляничный сок. Изготовлено абсолютно без добавления СО2, то есть без газа. Это вино натуральной ферментации. Эффект шампанского достигается с помощью натуральным соком земляники. Такая удивительная итальянская сангрия к Новому году по крепости всего лишь 7,5 градусов. Далее мы с вами попробуем десертное вино под названием Лакоматрис. Крепкая, более выдержанная, по крепости имеет 16 градусов. Это вино изготовлено по технологии Ice Wine, что
обозначает ледяное вино, предварительно подвяленного и затем слегка подмороженного винограда. Лакрима Кристи изготавливают, как правило, вот такой интересные бутылочки в виде амфоры, где изображен сверху герб Сан-Марино. Это такое интересное ледяное вино. Далее вы пробуете особенное вино под названием Казанова. Это вино класса Супериори, выдержки 12 месяцев, но купажное. Обратите внимание на красную эмблемку наверху. Это особый знак качества. Дом-производитель Корадо Туннели, частный винзавод. Произведено это вино из 2 сортов винограда Монтепульчано ди Абруццо и Санджевизе с добавлением дикой ягоды, не культивируемой по Италии, под названием дикая вишенка вишла. Соответственно, это вино проходит ферментацию дикой вишни, как домашняя вишневка. Но более Действительно, Казанова чувствуется. Казанова чувствуется. Ну, в общем, вот такое особенное вино. Только у нас крайне узкое производство только для частных предприятий, для баров и ресторанов. По Италии оно не встречается, оригинально. И напоследок, так вкратце, если потом вы что-то еще пожелаете, скажем так, из более крепких напитков, для сравнения, вот лимончелло из натуральных ингредиентов, цедр лимона, алкоголь и сахар. Это крепкий диджестив, 30 градусов, употребляется в резко охлажденном виде. После еды, собственно, растворяет и расщепляет жирную углеводистую пищу, выполняет функцию диджестива. 30-градусный, классический нашего местного производства, Сан-Марино. И вот такой еще вкратце я бы хотела, чтобы вы ощутили бальзам под названием Амаро аль лимоне. Настоечка на основе трав Сан-Марино плюс цедр лимона. Это крепкий бальзам, мощный иммуностимулятор, рекомендуемый при первых признаках простуды. Столовая ложка или горячий чай или молоко. 42 градуса. Местный бальзамчик. Очень хорошая вещь. Для простуды изумительно. Сразу чувствуется пептин вот это. Да. Дуже вот дякую. такая маленькая дегустация, да, очень скомканная и быстро, потому что накрыты столы. По-моему, вот это еще не пробовал. Амаретто, если хотите, да, пожалуйста, скажите. Помните годы перестройки, да, настоечка на миндале, Нет, 28 градусов, перестройка отвечающая это по уже- ГОСТу знаменитому Амаретто и Это уже Сарону. 90-е. 90-е, даже Я вспомнил 90-е. уже, Я да. уже не помню, какие это были. Я помню, что я была маленькая, что Я 3 года назад это вспомнил. Амаретто. Помню этот вкус ореха. Это тоже все ясно. Ой, спасибо. Пойдем кушать. Не за что, пожалуйста. Thank you, dankeschön, merci beaucoup, Didi Madlova, Kovrakmen, gracias, arigato. Какой вы молодец. Кусаном Ой, çok teşekkür ederim. Приятного аппетита, обедайте, здоровья. Всего доброго. На Реген. Если посмотрите в правый угол, видите статую зеленую? Это есть Святой Марин. И написано на латыни «Ave Maria Libertatus Fundator», что в переводе «Святой Марин, основатель свободы». Если посмотрите на здание, не видите никаких отличий между верхней частью и самим зданием. Есть типа как лакет настроена, напоминает венецианское. Почти. На самом деле, нижнюю часть перестраивали достаточно недавно, то есть в 18 веке, а верхняя часть взята от старой постройки. Видите, даже камни разные абсолютно. Вот. Наверху же вы видите 3 лика святых: Святой Марин, Святая Фельтре и Святой Лео. То есть Святой Лео — это один из других хронотесов, которые вместе со Святым Марином сближались с Римени. Есть город недалеко Сан-Лео, вот, он там основался в свое время. Если помните Брюс Уиллиса, такого актера, и Гудзонский ястреб, фильм, помните, замок, когда они снимаются? Вот, этот замок как раз находится здесь. Он снимался здесь, замок Святого Лео. Когда они рассказывали о да Винчи и так далее. Дальше, если посмотрите на гербы, это как раз каждый герб означает один из городишек Сан-Марино, который присоединился. То есть видите, 4, 5,
6 и 7. Флаг Сан-Марино, что означает? Белая, голубая полоса. Белая свобода, голубая означает небо. 3 башни в середине, если вы видите, это вот я вам рассказывал, часто говорит и Монтале, это 3 башни. И средняя говорит, это бывшая тюрьма, ну там всего 4 камеры. Пересказ ничего не изменился, Сан-Марино самый низкий уровень преступности, здесь ее вообще нет. У них один заключенный, который сидит на уже несколько лет, и выводит обед в ресторан, потому что у них нет собственной кухни в тюрьме. Нравится. Ну, в принципе, я думаю, что ему там не будет. И все, в принципе. А вот по нашей площади как раз находится эти вот со сцены, когда я вам сказал. Фосси, да? Да, Фосси. Если посмотрим заднюю часть, это статуя, подарок австрийской графине. В 1750 году она ей подарила. Знак дружбы. Это статуя свободы. Это статуя свободы. Можно встретить. О, местные достопримечательности. Она напоминает эту картину. Есть немножко. В то время. Сзади нас, сзади почта. Ну, на самом деле, на чертежах он намного красивее был, как-то его не очень. Его тоже недавно совсем отстроили. То есть в начале 900-х отстроили. Как-то не сильно не постараюсь. Пойдемте посмотрим центральную. Во время правления Малатеста, это род Малатеста, род основателей самого Римени, уже по факту Римени. Если в Римени когда-нибудь будете, в центре есть Малопостянский замок. Замок рода Малатеста. Род Малатеста на самом деле очень кровожадная штука. Вот. И у него была громаднейшая армия наемников. Он все время ходил, продавал свою армию и воевал. Но в один из прекрасных дней армия Малатеста столкнулась лоб в лоб с папской армией, то есть армией Ватикана. А вы знаете, что в Италии спор с Ватиканом, писать себе смертный приговор. И Ватикан, так как его власть была далеко, а вопрос надо было решать срочно, попросили самаринцев поддержать их совершение рода Малатеста. И самаринцы единственное решение приняли, и единственное верное решение поддержать папскую армию. И они свергли род Малатеста, после чего, как говорят, изначально было 30 дней, и присоединили еще 30 квадратных километров по воздуху. Изначально, я говорил, было 5 замков, потом стало 7, потом еще 2 в конце подсоединились сами, ну, по своей условии. И стало все равно квадратных километров. Sì, sì, ti guardo proprio. Guarda, guarda, guarda. Dai che sono in paranoia totale. Ti batto Willy, ti batto Willy. Non sto niente bene neanche io. Получается, объединенное все равно Сан-Марино, да? Это территория Сан-Марино. Смотрите, вообще состоит Сан-Марино из 7 замков. Сейчас это везде уже, ну раньше было 7. Это самый исторический центр, называется история. Ниже, чуть дальше мы с вами пройдем, там будет торговый центр. Раньше там была биржа, ну сейчас она обычно тоже. И еще несколько замков, которые располагаются вокруг. Раньше они все были независимы, это всем понравилось. История Сан-Марино про независимость, про низкие налоги, точнее их полное отсутствие, и они решили добровольно присоединиться к территории Сан-Марино.
запомнить все эти даты ни разу в жизни. Да ему и не надо. Ну да, а так чисто дата это Примерно. показывает хорошую жизнь. Ну, это память, они просто знаются наизусть и все это, да. Фишка. Получается, тот низина, да? Это тоже Сан-Марино, да? В тумане, который? Ну, на самом деле, Сан-Марино как таковой это не один город. Он разделен на 9 городов. разные Да, точки. да. Изначально было вообще 5. Сейчас я расскажу вам все, иначе вы просто потеряетесь в фактах. Ну, последовательности. Да. Сегодня праздник, я вам говорю. Да, там есть часть. В Алмате тоже обещают, что на Новый год не будет снега. Даже редкий случай. А вот эти, которые на полчаса, да? Да, это тоже на час, там максимум 30 минут, час. Нет. Попробуем. Я все сделаю. Есть красиво. Оп. Так заказываешь. А, неправильно вспомнишь. Штрафы здесь очень такие кусающие. О! Здесь уже нельзя. Здесь-то можно, но тоже такая же история. Смотри, я не вижу, что придется на подземку спускаться. Немножко радует. Так, все покрыто туманом. Можно назвать Даун-Сити.